Здравствуйте! Вы смотрите на канале АТВ предвыборные дебаты в прямом эфире, и мы продолжаем обсуждать кандидатами тему о внутренней и внешней политике Молдовы. Сегодня у нас в студии Валентин Визант, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Патрия», Олег Ачертнюк, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Патриоты Молдовы», и Анатолий Прохнецкий, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Зеленая экологическая партия». В начале передачи ее участники представят основные тезисы по теме дебатов, ну а затем перейдут непосредственно к дискуссии. Каждому участнику для выступления отведено 15 минут в течение всей передачи, плюс 5-10 минут для ведущего. Кандидаты используют это время по своему усмотрению. Во второй части участникам будет предоставлена возможность дебатировать с оппонентами. В третьей части дебатов участники ответят на вопросы избирателей. Всем им будет предоставлено право на реплику, а в конце программы кандидаты смогут еще раз обратиться к избирателям, чтобы убедить их голосовать за свою партию. Регламент понятно? Да. Как будем вести дебаты? Ну, а сейчас переходим к участникам. Здравствуйте еще раз, я рада видеть вас в нашей студии. И представьте, пожалуйста, основные тезисы вашей партии. Ну, наверное, первое предоставим слово Анатолию Прохотнику. 1 минута вам дается для этого. Ваши основные тезисы. Спасибо. Экологическая партия Зеленых Республики Молдова имеет большую историю. Не часто она попадала в парламент, но несмотря на это мы включились в эту борьбу как необходимость, так как мы хотим видеть Молдову чистую во всех отношениях, не только чтобы, значит, в прямом понятии таком, чистой, свободной, цивилизованной и европейской страной. И, соответственно, чтобы люди, кроме того, что они день за днем испытывают проблемы, радости какие-то еще, кроме всего, которые они постоянные, будем говорить, но непременно, чтобы были хорошие условия жизни, чтобы была нормальная вода у населения, чтобы был чистый воздух, чтобы были дополнительные источники энергии. И самое главное, чтобы было здоровье у нации. Потому что независимо от партийной принадлежности, от национальности, проблемы эти присутствуют. И в каждый год, это не то, чтобы я пугал, это статистические данные. Ежегодно у нас уходит от нас около 5000 человек по причинам качества воды, питания и других сопутствующих факторов, которые влияют на здоровье людей. Спасибо. Минута прошла уже. Потом, когда будем дебаты, уже вы расскажете дальше о программе. Олег Ачертнюк, вам слово, пожалуйста. Добрый вечер, братский гагаузский народ. И в его лице весь многонациональный молдавский народ. Я представляю партию «Патриоты Молдовы», которая проанализировала все действия предыдущей власти за все эти годы, увидела разруху, которая творится сегодня в стране, и приняла решение бороться за власть для того, чтобы, во-первых, произвести реформу политической системы, во-вторых, решить вопросы социально-экономического переустройства страны, в-третьих, решить вопросы, которые сегодня наш многонациональный народ разъединяют, то есть объединить все наш многонациональный народ. Четвертое, бороться с этой олигархической и буржуазной властью. И в конце концов направить вместе с братским и гагаузским народом, который к этому, как известно, стремится, свой курс на восток, Евразийский экономический союз и в таможенный союз. Спасибо. И вам ваши тезисы. Вам Спасибо. слово. Я бы хотел поприветствовать Алшам Хаир Олсун. Алшам Хаир Олсун. Доброго вечера всем. Я представляю политическую партию «Патрия», возглавляемую Ренатом Усатым. Мы являемся молодой командой, средний возраст 35 лет. Ранее в политике в основном никто не был. Считаем, что попадем в парламент с подавляющим большинством. И самое важное — это не то, чтобы рассказывать политические платформы и видения, а то, чтобы их исполнять и держать свое слово. То есть наш принцип то, что мы обещаем, воплощать в жизнь, потому что мы не собираемся приходить на 4 года.
И чтобы быть успешными, мы должны сдерживать свои обещания через 4 года после того, как попадем в парламент. Поэтому чем собираемся заниматься? Прежде всего, это борьбой с коррупцией, реальными делами. И что касается внешней политики, наладить хорошие отношения с Россией. Спасибо. Время вышло. Сейчас о внешней политике мы поговорим во время дебатов. Ну, а сейчас переходим непосредственно к дебатам. И первый раунд – это вопрос от ведущего, ну и вы будете отвечать. И начнем, наверное, с вас, так как вы уже затронули внешнюю политику, и у меня вопрос звучит так. Как вы оцениваете внутреннюю и внешнюю политику, проводимую властями Молдовы за все 23 года? Ну, оцениваю крайне негативно, потому что масса скандалов. Основная задача политиков, которые находились у власти, разделить народ, а не объединить его. Сейчас опять мы видим ситуацию Россия, Америка и так далее. То есть события в Украине показали, что до чего могут довести такие разобщения. И мы выступаем за то, чтобы при никаких обстоятельствах у нас не повторилась ситуация, как в Украине. Прежде всего мы должны думать о народе и создать такие условия, чтобы тут не было вооруженных конфликтов. Это приоритет номер один, потому что самое страшное для народонаселения – это война. Что касается политики, как и нормальные люди, нужно находить общий язык со всеми соседями. То есть ты не можешь с одним соседом нормально, с другим нет. И искусство управленцев, кто будет руководить государством, заключается в тонкой дипломатии, чтобы мирить народы, а не разобщать их, уважать все народы, которые проживают на территории Молдовы. А до сегодняшнего дня мы как не уважали их? До сегодняшнего дня, кстати, говорят даже про тот референдум, который тут был проведен. Наша партия «Патрия», которая является конкурентом на выборах, также имеет в программе проведение референдума уже на общенациональном уровне. То есть то, что было сделано в Гагаузии, считаем, что это нормальный процесс, но мы предлагаем то же самое провести в рамках всей страны, чтобы народы... А тема какая будет референдума? Тема определяется с нашим внешним вектором. Вот. То есть с кем нам идти дальше. А вы как видите, с кем нам идти дальше? Ваше видение партии? Персонально я или Не, вашей партии. Наша партия, в принципе, без хороших традиционно и экономически мы были всегда с Россией, поэтому ни для кого не секрет, что наше будущее заключается в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией, не ругаться и так далее. Что касается, то есть мы видим так ситуацию. Ну, в то же самое время мы не должны и портить отношения с другими соседними государствами. А с Евросоюзом ваши отношения? Смотрите, в Евросоюзе есть целый ряд неплохих законов, которые защищают человека, которые против коррупции и так далее. Вот эти законы, почему бы нам их не взять на вооружение, чтобы мы ими пользовались? Но экономически мы должны, конечно, с Россией. То есть все, что хорошее есть в Европе, потому что у нас, к сожалению, берут все, что есть плохое сюда, привозят, там, начиная с законов по недискриминации там, и так далее. И так далее. И поэтому все, что положительное, мы должны брать, потому что будет несправедливо говорить, что там все плохое. То есть надо быть рациональным. То есть вы считаете, что там только законы хорошие, больше? Да, социально люди защищены. То есть там правопорядок, нет бандитизма такого там, и так далее, и так далее. То есть некоторые законы там неплохо работают, в частности в Дании, там, если изучить опыт Дании. Социальная сфера, вот в Дании, можно сказать, коммунизм. Там, то есть люди защищены и не думают, чем заплатят за газ, потому что у нас пенсия меньше, А мы так не хотим жить? Как? Мы так не хотим А мы, жить? конечно, хотим. Вот, поэтому уважение к человеку возьмем европейское, а вектор экономические рынки нас интересует российский. Хорошо. А что думают по этому поводу патриоты Молдовы? Я вначале выскажу свою позицию, а потом мы будем дебатировать. На второй части дебата. Конечно. Да. Проанализировав внешнюю и внутреннюю политику за эти 23 года, мы можем прийти к единственному выводу.
23 года последовательно страна порабощалась Западом. За 23 года все власти полностью утеряли самостоятельность. Внешняя и внутренняя политика осуществляется абсолютно под диктат Вашингтона и сейчас Брюсселя. Внешняя политика нас завела сегодня к подписанию соглашения об ассоциации. Внешняя политика рассорила нас с Россией, что в части внутренней политики абсолютно и полностью убито отечественные производители, отечественное производство, разрушено сельское хозяйство. Земли, благодаря тем проектам, которые раньше организованы, раздроблены, запущены и с трудом возвращаются. Нет никаких субсидий существенных, поэтому говорить о какой-то сегодня внешней и внутренней политике абсолютно не предоставляется возможности. Страна сегодня это колония западных стран. Поэтому, исходя из этого, мы в дальнейшем и планируем строить свою и внешнюю заново, и внутреннюю политику. Виновных нашли. А как выйти из этой ситуации? Безусловно, выходы очевидны, они известны всем. Нужно, чтобы к власти пришли люди, которые не боятся, у которых есть однозначный вектор, которые не хотят сидеть в стуле одной точкой на двух стульях. Нужна политическая воля, которая у нас есть. Эта политическая воля позволит свой вектор ориентировать единственным и во всех отношениях верным направлением на восток. Здесь и экономические связи, поскольку рынок на сегодняшний день более доступен, можно сказать, на 80% он доступен только на востоке. В части социальных отношений мы повязаны кровными узами, перемешаны, как известно, все браки у нас. У нас много молдавского народа живет по всем странам бывшего соцлагеря нашего. У нас самое важное еще, о чем можно говорить, тем более в Гагаузии, православной территории, у нас близкие духовные и связи и вера. Вера на Востоке не наша, она наоборот сегодня уничтожает православную веру, идет наступление на православную веру, и в результате ничего хорошего ни в одном практически пункте сотрудничества на сегодняшний день с Западом, с Европой нам не предоставляется. Хорошо, а внутри страны как вы видите ситуацию? Все у нас хорошо? Переустройство политической системы, начиная с изменения Конституции парламентской республики на президентскую, где президент будет выбираться прямым всенародным голосованием, обяжет президента нести ответственность, персональную ответственность за исполнительную власть. Кроме того, судебная система, которая сегодня не позволяет решать никакие ни споры, ни навести порядок в обществе в целом, переустройство судебной системы также будет способствовать развитию внутренней политики. В дальнейшем парламентское переустройство. Мы предлагаем выборы проводить только по избирательным округам, уменьшить число кандидатов практически вдвое до 51. Это достаточно, чтобы править нашей страной? Безусловно. У нас всего лишь 30 с небольшим регионов в стране, плюс муниципии. Исходя из такого деления на избирательные округа, мы будем, каждый регион будет знать своего депутата. Сегодня ни один депутат никому не привязан, ни перед кем не отвечает, и вы прекрасно знаете, что вы сами не знаете никого, кто представляет ваши интересы сегодня. Какой-то список какой-то политической партии, непонятно. Это все переустройство политической системы, параллельно с ним будет идти переустройство и реформа в экономике, где будут созданы при помощи государства отраслевые финансовые институты, находящиеся сегодня в частных руках. Сегодня у нас полностью оторван от государства Национальный банк, который диктует политику свою только по указке Международного валютного фонда и подобных международных институтов, в которых нет никакого интереса к развитию финансовой системы государственной. Все банки крупные, только частные. Мы планируем создать государственные банки. Безусловно, важным элементом остается сохранение
хотя мы будем стремиться к тому, чтобы строить государство социального равенства, мы уважаем право на частную собственность. Очень немаловажный элемент – это пересмотр результатов прихватизации, так называемой, где за копейки было скуплено все то, что заработано и создано нашими отцами и дедами. Результаты эти будут пересмотрены только в части тех буржуев, которые сегодня жируют на этом. Все будет согласно закону, тщательно, и там, где будут выявлены нарушения, это будет национализировано. По нашим, самые последние цифры, по нашим предположениям, национализировать сегодня можно от 5 и, не побоюсь сказать, до 10 миллиардов долларов активов на эту сумму. Это позволит нам решить в дальнейшем все вопросы. Спасибо. Экономики. Господин Прохнецкий, Да. куда нам идти, где нам будет лучше? Давайте определимся с того, что наша партия против популизма, против вранья, в том числе и избирателям, и за честность. Поэтому давайте коротко порассуждаем. Если говорить о восточном векторе, то он значит, проигрышный. Почему? Потому что, если вспомним немного историю, куда Петр I ездил за границу, чтобы научиться строить корабли и прочее. Он ездил в Монголию, он ездил в Голландию. После этого, значит, нам предложено было в 17 году другое устройство мира. Революция, Сталин, лагеря, войны, гражданская. И люди прошли через это, и чем закончилось? Советский Союз растворился. И, и растворили он, значит, его не стало. И кто был инициатором? Были 4 человека, которые мы знаем. Это президент Белоруссии, России, Украины и Казахстана. Нас никто не спрашивал ни о чем. Значит, в 17 году Финляндии была предоставлена независимость Лениным. Где сейчас Финляндия и где мы все остальные? Следующее. Значит, образована СНГ. Где это СНГ? Оно живет, не живет. Почему мы должны верить, что следующий проект Таежный союз, он жизнеспособен? Мы не можем поверить, потому что 2 раза доказали, что нет. Что мы получаем взамен с Востока? Мы получаем, какие товары, скажите, пожалуйста, из Таежного союза у нас продаются в Молдове. Какие стиральные машины, обувь, одежда. Что мы здесь можем купить? Машины, Жигули. Ну, конечно, да, Жигули. Вот. Совершенно. И все. Да, Россия сегодня, как сказал один российский предприниматель, производит впечатление большой страны, но больше ничего не производит. Потому что эмбарго, которое ввели из-за аннексии, из-за оккупации Крыма, значит, против России, на сегодняшний день не может решить вопрос с обеспечением продуктов. Что Молдова получает взамен? Значит, кроме того, что ввели эмбарго на винные, мы помним очень хорошо, и затронули не только руководство и верхушку республики, с которой я согласен с господином Византом, что надо было толково вести тогда переговоры, да, какие были, да, они наказали весь народ, снизу доверху. Следующее. Нам говорят, вы туда не идите, мы вам ведем эмбарго по яблокам, по всем, чем возможно, так? Следующее, что мы видим по отношению к своему братскому народу украинскому. Это агрессия, это военная машина, это война, это люди страдают. Что мы видим с Европы? Так? Псаки вам с Европы. рассказала, да? Не Псаки, да, для пожалуйста, да. Прошу. Значит, мы там видим высокий уровень жизни. Мы видим заботу о человеке. Мы видим, что там работает закон. Снизу доверху. Независимо, кто там на какой должности. То есть юстиция работает. Здравоохранение для человека. У нас есть люди, которые вынуждены были выехать туда. И они сами пользуются этими услугами, так сказать, здравоохранения. Значит, они на высоком уровне и качественные. Мы получаем... Опять же, если говорить о
об отношениях к национальным меньшинствам, там дается полное право для развития. И есть такие слова, в смысле, что объединение через разносторонность. И это есть на самом деле там. Проблем этих мы не видим, чтобы силовым решением решать вопросы. Поэтому даже вот такой маленький пример, о котором все знают, и не надо никуда ходить, и никого спрашивать, где учатся дети или живут большинство руководителей, в том числе и региональных. У меня была встреча с вашими руководителями, тоже за круглым столом. Они сказали, кто Вам где они больше чего. может раскрывать секрет. Вам они может больше раскрывать секрет. Кто где. Так, все за рубеж, все там высокий уровень, там высокий стандарт. И опять вот эти введение в заблуждение неправда, что Россия нам дает газ, Россия нам не дает, и никто не дает, мы покупаем и платим за это. То, что наши люди вынуждены ехать туда на заработки, они там нужны, потому что и у России, и у Франции, и в Турции не хватает своих людей, и наши едут туда, потому что они там нужны. Если бы не были нужны, они бы сказали, не нужны. И люди ездят куда им нужно или куда им удобнее. То, что люди ездят, это не очень хорошо, и мы за то, чтобы создавали рабочие места здесь. И опять же, при поддержке Советского Союза на окраине Камрата создается промышленный парк. Да. Где? Правильно? Создается. О, да. Где будут созданы рабочие места, будут продукция, и в том числе, если говорить о Гагаузии, она экспортирует за рубеж очень много своей продукции и экспортирует в Европу. Спасибо. Первый раунд, можно сказать, что у нас завершен, и переходим ко второму раунду, а тут у вас начинаются дебаты. Теперь вы будете спорить друг с другом. И вы во втором раунде имеете право задавать своим оппонентам по одному вопросу. Ну, начнем, наверное, с Патрии, да? Давайте. Возникли вопросы? Есть уже оппонентам вопросы? Можете задавать. У меня не столько вопросы, сколько есть определенные комментарии, потому что... Комментарии после вопросов. Сейчас вопрос. Я должен задать вопрос. Да, вы должны задать вопрос оппонентам, они ответят, если будут комментарии, вы продолжите. А какое вот практически можно реализовать, вот, допустим, ту же внешнюю политику с Европой, устраняя Россию, например? Вот Кому вопрос? Не, одному из нас, каждому по одному вопросу. Вам вопрос тогда. Мне вопрос, да? Значит, никто не говорит о том, чтобы Россию устранять. Никто не говорит об этом. И с Россией надо жить нормально. Вот. Иметь нормальные отношения, как и со всеми соседями. И никто не говорит, чтобы ее устранять или... Я не вижу, сказать, смысла в том, чтобы устранять то, чего нельзя устранять. Вот. И дело опять же в чем? Что сама Россия участвует в большинстве программ европейских, она участвует в программе НАТО, у нас там один майор, а у них 10 генералов. Вот. Сидят и общаются, да, и общаются там, потому что есть программы кооперации по НАТО, это не только война, Спасибо. Это и другие направления. Спасибо. Да. Вас устраивает такой Да, ответ? что нам мешает тоже сотрудничать там, с Европой, к примеру, по разным программам. Вот Швейцария вообще независимое государство. Никто нам не мешает, наше Мы желание это должно и быть. делаем. Мы можем сотрудничать. Так, ваш вопрос следующий. А можно мне ответить на этот же вопрос? Если имеете... Ну, конечно. Я хочу сказать не просто, я Одну хочу... секундочку, если На кандидат этот же вопрос. Нет, задает господин тот же Лиза вопрос, может то- задать Я вопрос. тот же вопрос, Да, вы можете тому же, отвечать. да. О России. На сегодняшний день Россия – это единственный гарант государственности, сохранения государственности, национальной идентичности Молдовы. Без сотрудничества с Россией после этих выборов, если народ вдруг сделает неправильный выбор и останется подобная власть, или рассуждающая вот так, исчезнет государство Молдова, А что, не имею права исчезнет Сейчас, молдавский мы вам дадим народ, право. который уже Нельзя, руманизируется, и
растворяется в пространстве, создаются такие условия, что он выезжает. Здесь никого не будет. Сегодня угроза государственности. И только Россия является гарантом сохранения и государственности, и национальной идентичности, и в целом этого многонационального народа. Спасибо. И вас устраивают ответы? Ну, я их как бы послушал, я не могу говорить, что значит устраивает либо не устраивает. То есть, Ну хорошо, тогда переходим к следующему кандидату. Задавайте вы вопрос. Ну, я, наверное, понятно. господину Анатолию вообще вопросы не буду задавать, потому что он вообще не понимает, о чем говорит. Потому что, начиная с НАТО и прочего сотрудничества России, там сотрудничество равноправное, нас втягивают в неравноправное сотрудничество. Мы не можем так, как Россия себя вести. А задайте, пожалуйста, вопрос. Конкретный Да. вопрос Вопрос задайте, он есть ответит. вопрос. Вопрос очень простой. Да. Сколько вы прожили в Европе или в какой-то другой стране? Что вы знаете вообще от жизни там? Я в Европе и сейчас живу. Значит, вот мы имеем в виду конкретно за границей Молдовы. за границей Молдовы я не жил. Я был там. Сколько? Подождите. Протяжении времени? В протяжении, я очень часто, я 2-3 раза в год бываю там, по Понятно. 3-5. А что понятно? Вы спросили, я ответил. Да, дайте, пожалуйста, Что? кандидату ответить. Значит, дело в том, что мы за железным занавесом уже были долгое время. И то, что я жил не только в Молдове, в принципе, я объездил и был по год-два во многих регионах или Советского Союза, будем говорить. И на севере, и на юге, и на Кавказе, и в Хабаровске. Поэтому знаю Советский Союз, бывший, понятно. да, изнутри. Одну секундочку. Вот. Он свое время мне не использует. интересно больше. Значит, Он а свое вам время не использует. обязательно, чтобы было Я интересно. задам вопрос тогда. Не, вам- Сейчас, одну секундочку, Не, вам я не вам обязательно дам надо быть, чтобы было интересно. Надо быть культурным, как вообще принято. Вы задали вопрос, я отвечаю. Вам нравится, не нравится, у вас ваша позиция, это ваше право. Мгм. Спасибо. Вот. Задайте свой второй вопрос. Меня интересует вопрос в позиции, я читал, безусловно, программу Патрии. Мгм. Там нет национальной идеологии, вопроса о национальной идее, и нет идеологического стержня. Вы считаете, без идеологического стержня, без какой-то ориентации в плане социальном и социально-политическом может существовать партия? ну, я вообще, Или- честно говоря, рад, что вы читаете наши эти все программы. Это Вот. реклама, да, вашей Да, партии? то есть, и, значит, они не такие уж плохие, если люди их еще читают. Читаю, чтобы критиковать. Да, что касается национальной идеи, мы за то, чтобы люди хорошо жили, чтобы жизнь каждого человека была достойной, чтобы он получал достойные пенсии, достойные зарплаты, чтобы было достойное здравоохранение, а не закрывали, допустим, сейчас вот школы закрывают, чтобы не делили народ Мгм. искусственно, потому что все это искусственно, чтобы разделить народ и создать тут массу проблем. Хорошо, а чтобы достойно жить, что в вашей партии для этого предусмотрено для людей? Естественно, это борьба с коррупцией. Мы, например, предлагаем, чтобы генеральный прокурор избирался народом, чтобы судьи тоже избирались народом. Мгм. И Тогда- президент. Тогда и Тоже президент, народ. естественно. Потому что генеральный прокурор, который избран народом, Мгм. он будет вне зависимости от тех политических сил, которые в парламенте, которые сейчас избирают, и это Мгм. получается, что карманные судьи и прокуроры. Только тогда мы можем говорить о том, что может начаться реальная борьба с коррупцией, если прокурор будет избран и будет независим от депутатов там, и так далее. Хорошо, а то, что народ избирает кандидатов, а потом кандидаты избирают этих прокуроров, это что, не народ считается? Это уже воля народа преломляется, и там делят портфели, покупаются. Это где это видно, чтобы распределяли между собой партии, вот этот альянс, который у власти, чтобы распределяли прокурор мой, министр внутренних дел Квоты, другой. да. Да. Это ненормально, потому что органы правопорядка должны защищать законы человека, а не обслуживать партию, которая находится у власти. Вот. Я даже не буду комментировать их дела, только потому, что простой народ намного лучше знает на себе и прочувствовал всю эту власть, чем сейчас я буду рассказывать, что они обещали
5000 лей зарплату в 2010 году. Вторая часть Да. вопроса меня больше Щас- еще интересует. щас, Идеологическая И- сторона. Идеологическая, значит, во главу угла будет поставлено благосостояние народа. Вот это наша основная идеология, вот, и сбалансированная внешняя политика. Ну, это размыта какая-то идеология, в общем-то. мы Что считаем, что- значит, благосостояние и богатых, и бедных, да, должно быть? Э, Как это вот? А у нас благосостояние? новая политическая теория, которая не является стандартной в научном мире. Я сомневаюсь, что... Раскройте Да, нам да, немножко. да. Если вы внимательно изучаете вопросы теории, концепций политических доктрин, значит, одна из самых последних доктрин — это гуманистическая доктрина, которая является очень современной и популярной. Она появилась всего несколько лет назад, которая ставит во главу угла именно человека, забота... То есть либеральная? Нет, не либеральная. Абсолютно? Не либеральная. Либеральная — это... Абсолютно либеральная. Ну, давайте, смотрите, я не хочу утруждать сейчас жителей Гагаузии доктринами. Я хочу сказать просто, что Так скажите, либеральная доктрина, мы- зачем гуманистическая? мы за то, чтобы жизнь людей улучшилась. И сделаем Каким максимум образом? Вы нам возможного. расскажите, каким Если вот образом вы это проголосуете за партию Да. «Патрия», мы придем и покажем, как это делается, никого не боимся и А вы наведем чуть-чуть порядок. раскройте нам сейчас, и люди подумают. А мы не собираемся много говорить, мы собираемся прийти в парламент и делать конкретными делами, потому что можно на законодательном уровне поставить, чтобы все оплаты за газ и за электроэнергию были не меньше, чем пенсия, потому что сейчас нужно 2,5 пенсии, чтобы заплатить за газ и электрические услуги. Если сейчас уже нарушается Конституция Молдовы, где написано основное право на жизнь, если мы не выполняем это, давайте сейчас будем рассказывать людям про теории либерализма и так далее. И так далее. Спасибо. Если у вас есть реплика, можете Да, сказать. я считаю, что у нас народ умный, он хорошо разбирается в идеологии. Мгм. Не хочу принижать то, что он не может отличить либеральную доктрину от социально ориентированной доктрины. Это две крайние вещи. Гуманистическая, безусловно, это часть и составная либеральной доктрины, где, как правильно сказал, во главу угла ставится не общественное благо, а личное благо. Вот самое главное заблуждение ваше. Мы ставим общественное Что значит благо заблуждение? выше личного при сохранении Сейчас и у вас уважении будет к правда. частной собственности. Общественное благо выше личного. Давайте мы не будем сейчас опять грузить народ, потому что если даже у Гимпа спросите, что такое либерализм, он вам не ответит. Я уважаю граждан, но они уже за 24 года вот услали вот так вот по горло вот этими теориями более- и так далее. Тем более в Гагаузии у нас почти То каждый есть год каждые выборы. выборы их Да. начинают лапшу на уши вешать, что там и так далее. Мы вот за реальные дела, мы за людей. Все, Спасибо. точка. Спасибо. Господин Прохнецкий, ваши Да. вопросы, У пожалуйста. меня вопрос к господину Визант. Скажите, пожалуйста, вот ваша партия, которую вы представляете, значит, не говорит ни да, ни нет, ни одному, ни второму вектору, будем так говорить, что вот, возможно ли сидеть на двух стульях, потому что Молдова до сих пор уже замучилась, наверное. То ее ведут в одну сторону, то в другую, то в третью. Это как образно там построить дом, да, начал строить, поставил крышу, нет, ломаем, давай делаем, когда уже давно был готов. Значит, вы за какой-то особую модель, может быть, северокорейскую, Чучхе или какую-то еще, потому что непонятно, вот из вашей программы, если можете. Да, я понимаю высказать. вопрос. Значит, мы по этому вопросу собираемся проводить референдум, чтобы народ сам сказал, где он видит, где ему будет лучше жить и так далее. Потому что до сих пор политики пытались, вот 23 года пытались, вот, допустим, были коммунисты, там сначала идем с Россией, потом все перевернули, идем с Европой. Совершенно верно, да. Сейчас опять они уже, когда надо было С Россией. высказаться в парламенте, что мы, допустим, против этого договора с Европой, просто встали и вышли, даже не высказали свою позицию. Но самое интересное другое, что в уставе даже вот партии коммунистов написано, что партия коммунистов выступает за евроинтеграцию. Я был в шоке, когда я посмотрел на сайте устав партии, там написано, что партия коммунистов выступает за евроинтеграцию. Давайте вы нам расскажите про вашу партию. Да, я расскажу. С ними но- мы обсуждали уже. Не, но в любом случае я имею право говорить то, что Да, считаю конечно, нужным. конечно. Значит,
Что касается нашей партии, естественно, этот вопрос неоднозначный. И чтобы один раз уже поставить точку, пусть народ решит, как он видит и что он видит. Потому что мы начнем придумывать тут, как лучше Есть и так какие-то далее. и так далее. прогнозы, как хочет народ? Вот Вот у вас проведем есть? референдум, по крайней Нет. мере, есть прогнозы по Гагаузии. Вы четко знаете, Ну, что по 98% проголосовало за российский вектор. И поэтому будет неправильно, что собралось там 100 депутатов и давай решать за весь народ. Поэтому мы выступаем за то, чтобы народ высказался по этому вопросу. Такая практика существует. Она существует и в Европе. Вот, допустим, в Швейцарии вообще проводится референдум раз в месяц, проводят по всем вопросам. Понятно. А в России? Сколько Второй- денег второй надо, чтобы вопрос. референдум провести? В России вы тоже знаете? есть закон о проведении выборов. Нет, я говорю, и тоже проводится референдуме, да. референдум. В России тоже есть закон о выборах и референдуме. То есть у них- Референдумы Спасибо. стоят очень дорого. Да, согласна. Второй ваш вопрос, пожалуйста. Второму Значит, кандидату да. есть? Вкратце, я говорю то, что есть, это все можно проверить. В 2013 году наша партия организовала на День независимости велопробег Кишинев, Чемишлия, Камрад. Также в 2013 году наша молодежь участвовала в фестивале молодежи Гагаузии. Также наш представитель Георгий Чеботарь активно работает по эвакуации отходов, остатков от ядохимикатов, которые их снесли, чтобы быстро доложить, и там уже посадили, и растет все что угодно, и кукуруза, и все остальное, но оно ядовито. Вот. Это вкратце по региону, то говорит, что сделала наша партия. Сейчас вопрос к представителю Патриотии Молдовы. Значит, вы, кроме крика, кроме шума и закидания яйцами, что вы предлагаете народу Молдовы, чтобы быть объединенным? Или силовые решения вопросов, или переговоров. Потому что при переговорах строится что-то, и любая война заканчивается переговорами. Вопрос, что вы конкретно, какие мероприятия провели, или что сделали для того, чтобы объединить народ? Очень хороший вопрос. Он позволяет мне как раз раскрыть и ваши заблуждения, и раскрыть то, что мы сделали. Патриоты Молдовы единственная на сегодняшний день партия, которая не финансируется ни из каких внешних источников, и которая не живет ни за счет никакого чьего-то бизнеса, которая финансируется и работает только за счет доброй воли каждого активиста, который в ней работает. В партии нет ни одной должности, начиная с председателя, кто бы получал хоть одну копейку. На протяжении 4 лет при такой системе мы начали с того, что мы вышли с историческими знаменами Молдовы исторической. Сегодня эти знамена поднимают практически многие сторонники и противники нынешней власти. Вы знаете о красно-синем флаге, который поднимается над страной. Кроме того, мы вышли первые, начиная с тех парламентских выборов, которые начали говорить об угрозе государственности. Сегодня с этим лозунгом идут опять многие. Следующее. Еще на тех прошлых выборах, когда 2 месяца спустя после регистрации патриоты Молдовы участвовали в выборах, партия, которую никто не знал, она взяла на себя смелость, и пошла туда, объявив курс на евразийскую интеграцию. Тогда был ЕАЭС, как вы знаете, Евразийский экономический союз, таможенный союз. Сегодня эту идею, как мы видим, подхватили очень многие. Последние. Унионисты. Одна единственная сила, которая все эти годы боролась с унионистами, боролась за то, чтобы воспротивиться поглощению Румынии из страны, это патриоты Молдовы, которые не кинули ни одного яйца. Нас путают, наверное, с шеринцами. Спасибо. Это оттуда кидали яйца. Мы вышли 25 марта 2012 года. Вышло 200 человек, из которых, правда, были и из гражданского общества, и несколько человек из других партий, которым лидеры запретили, но они нашли в себе гражданское мужество и пришли с патриотами Молдовы. В результате Не, мы ну, перегородили... человек показывает на меня, как будто я представитель всех партий. Мы перегородили Вам отдано путь право на реплику. к колонии в 2500 унионистов, сегодня, которые шли с антиконституционными лозунгами, которые призывали к уничтожению государственности Молдовы. Мы вышли на сегодняшний день, около 1,5 лет,
председатель партии и я преследуемся в уголовном порядке. Прошло около 15 судебных заседаний, которые до сих пор тянут нас. Оказывается, прессинг. Что вы видите в результате? Все наши дела, маленькая партия, не имеющая финансирования, ее лозунги, ее дела подхватили все сегодня. Всё, Это наша победа. Спасибо, тут у вас мало времени остается. Вы имели реплику, хотите добавить? Не, я хотел просто, я задал вопрос, кроме деклараций и заявлений, что конкретно ваша партия, кроме того, что протесты... Задача политическая. Очень Да коротко. подождите, что... Я очень коротко нет, отвечаю вам. что конкретно, какие мероприятия вот конкретные проводили для сближения народа? То, что мы протестовали против строительства завода, против загрязнения Быка, это мы протестовали. И вы, Для ваше этого право. есть вы, замечательно, Нет. я аплодирую вам за это. Нет, ваше право протестовать согласно закону, то есть уставу вашей партии, я ничего против не имею. Но я говорю, вот конкретные добрые дела, которые объединяют людей, какие вы провели? Я это задал вопрос. Разве то, что мы подняли знамя Штефана Чалмари, который всегда, во-первых, писал на кириллице, объединял многонациональный народ всегда, сжег 2 раза Бухарест, это не должно объединить молдавский народ? Спасибо. Не знаю. Все, если устраивает вам ответ, и все, переходим к такое. 3-му раунду. А 3-й раунд мы хотим предложить вам посмотреть видеоопрос, ну а потом ваши будут комментарии. Смотрим видеоопрос. Неоднообразную, сложную и в плане молодежи сложная, в плане дальнейшего неизвестно, что будет, неопределенность такая, и люди как на иголках, в принципе, живут тяжеловато. Чтобы мир у нас был, потому что боимся, вот как на Украине происходит страшно, что и лучше заранее, пока хорошо нам, чтобы мы помолились Богу, чтобы не было поздно потом. Очень мало пенсии у нас, очень мало. И на такие деньги как жить не знаем. Очень трудно. Почему, когда они видят доллары и евро, они теряют совесть? Достаточно сложно, учитывая ситуацию на Украине, у наших ближайших соседей. Да и, опять же, учитывая нашу экономическую ситуацию в Республике Молдова в целом. Ситуация достаточно сложная. И выборы тоже будут достаточно сложными, учитывая то, что больше 20 партий изъявили желание принять участие в выборах. Единственное, что хотелось бы, чтобы все-таки победила более прагматичная партия, если так сказать. То есть та партия, которая ближе к народу, та партия, которая действительно будет стараться делать как можно больше для простого народа. Все дети возле меня, есть что кушать. Вот это мне. А то, что мне пенсия сейчас 500-300 рублей, это не жизнь. 530 рублей у меня пенсия, а я работал 30 лет. В первую очередь думать о людях, о простых людях, о том, как они живут. Уважаемые участники, вот таковы мнения наших жителей. Практически во всех дебатах одно и то же: плохо живем, хотим лучше. Что вы можете предложить и как вы прокомментируете? Давайте, Валентин, с вас начнем. Да, спасибо большое. В принципе, большинство ответов я рассказал. То, что людей беспокоит, это пенсии, это мир. Несмотря на то, что нашу формирование во главе с Ринатом Усатом душили. Знаете, как в кино. Пытались задушить одну партию, не зарегистрировали, вторую, третью. Тем не менее, мы идем на выборы сильной командой, мы никого не боимся. И хочу сразу сказать, что при любых обстоятельствах мы будем выступать за мир. Главное, это политики, которые допустили в Украине, они думали только про свои шкуры, извините за выражение. А мы собираемся посмотреть, какая ситуация, но ни при каких обстоятельствах мы не поставим наши личные амбиции выше, чем мир у нас в стране. Поэтому я хочу сразу сказать, что мы выступаем за мир и сделаем все возможное и невозможное, чтобы не допустить каких-то вооруженных тут конфликтов. Потому что люди напуганы, тут рядом буквально несколько сот километров гибнут соседи, поэтому это и нормально, это беспокоит всех. И что касается пенсий, как было сказано, мы предложим
чтобы было прямо в законе установлено, чтобы пенсия была не меньше, чем оплата за газ, электроэнергию и так далее. Потому что... откуда деньги брать? Вот. А деньги есть. Еще один бюджет как минимум крутится, который Где крутится? теневые схемы. Альянса, где крутится? Вы, наверное, тоже знаете, где, может, просто не хотите говорить. Вот, значит, Сегодня только задаю вопрос. еще один бюджет крутится в теневых схемах. Аэропорт забрали. Бесплатно дали частной компании, который монополист, который дает минимум в год 15 миллионов евро, давал прибыль. Отдали в частные руки. Банк экономии забрали и так далее, и так далее. То есть еще кто один отдал? бюджет. Разве их не мы же выбирали? Кто отдал? Так в том-то и дело. Поэтому сейчас, вот вы очень классный вопрос задали, поэтому сейчас пусть каждый подумает, или он верит тому, что говорят, либо он делает выводы про политиков на основе того, что по делам судит их. То есть, на прошлых выборах 4 года назад тоже люди поверили. значит, сейчас пусть они сделают выводы, потому что важно судить не по словам, а по делам. И каждый на себе прочувствовал. Я даже не собираюсь тут заниматься сейчас агитацией против этих людей, которые сейчас находятся у власти. То есть люди вот сказали, пенсия 500 лей. Это как может быть такое? Пенсия 500 лей, когда там за газ приходит там 800, 1000 и так далее. Поэтому мы можем в законодательном порядке поменять закон, что пенсия не будет меньше, чем оплата за коммунальные. Хорошо, вы поменяете закон, если у вас будет большинство, а если меньшинство? А мы будем скандалить, мы будем поднимать шум, добиваться и признаем неконституционным те законы, потому что сегодня по Конституции каждый человек имеет право на жизнь. Правительство не обеспечивает гражданам право на жизнь. Понимаете? Да, спасибо. Патрия Молдовы что нам скажет? Патриоты Молдовы следующим образом ответят. Патриоты, извините. На сегодняшний день, я повторюсь, в партии Патриоты Молдовы нет ни одного профессионального политика, нет ни одного человека, который был бы во власти и испачкан и властью, или бизнесом. Любой бизнес – это грязный бизнес. Люди сказали уже, доллары, евро, они портят человека. Не может ни один человек, который заработал много денег, понять те проблемы, которые стоят у людей. Как мы понимаем, мы выходцы из народа. Я прожил всю жизнь, и все остальные мы прожили среди народа, в среде. У нас родители живут в селах, получают те же пенсии. Мы прекрасно знаем. Но мы говорим, что нужно делать. Не говорим, что мы придем и что-то сделаем неизвестно что. Мы четко разработали программу экономического развития, программу социально-экономического развития. Например, молодежная программа должна предусматривать, что должны быть возвращены государственные образовательные учреждения бесплатные. Источники финансирования, коротко, я не смогу рассказать. Они продуманы. Пенсии могут быть увеличены за счет эффективного управления пенсионного фонда, которые сегодня деньги, которые собираются, неэффективно используются управляющими этих пенсионных фондов, они неэффективно используются. Фискальная политика, которая организована неправильным образом и не собирает должным образом налоги, опять не позволяет пенсии увеличивать. Источники финансирования могут быть увеличены за счет новой фискальной политики и более мягкой, но и в то же время более строго относящейся к сбору налогов. В части Украина. Мы прекрасно понимаем, кто на Украине это все начал. На Украине есть интересы Соединенных Штатов Америки, которые собрались там разрабатывать сланцевый газ, и таким образом разработкой сланцевого газа там, поставкой своего сланцевого газа, отстранить Россию от европейского рынка. И все это подготовлено, 5 миллиардов туда вбухано из-за этого. Прекратив всякое сотрудничество, совместные люди, народы в мире поймут, что такие американцы, если мы не будем сотрудничать ни с Западом, ни с Европой, у нас не будет этого. Если мы не позволим таким, как стоят сегодня у власти, сотрудничать с НАТО, звать нас туда, подписывать соглашение. Будет мир. У нас народ мирный. Мы прожили здесь все, мы знаем прекрасно. Мы просто не будем знать, как там живут. Нет, это ничего не помешает. Это наше право выехать туда, никто нам его не запретит. Они заинтересованы сами. Кто их будет тратить деньги на туризм, кто будет покупать их товары. Они сами не смогут существовать. Что касается вопроса накормить.
В первую очередь развитие отечественного производителя поможет вот ответить на вопрос этого товарища, который сказал, что кушать нечего. У нас отечественное производство загублено, возродив фермы, сельское хозяйство и прочее, что чем традиционно богата наша земля. Как Лучшее в мире. возрождать? На все нужны деньги. Я уже упоминал выше. 5-10 миллиардов национализация. Второе, создание частно-государственных компаний, в которых государство будет гарантировать для частного соучредителя какого-то компании, будет гарантировать своими обязательствами получение им льготных кредитов. Организация системы государственного финансирования отраслевого, в частности, Агробанк, Строительный банк. Все это деньги есть. Очень интересная тема, но у вас мало времени для обращения. Спасибо. И господин Прохнецкий, ваши комментарии. Да, такова жизнь, такова ситуация, ее надо признать, что она является такой. Почему является такой? То, что вы задали вопрос, что да, мы избирали эту власть. Конечно, поэтому эта власть не власть народа, это власть олигархов, которые пришли в политику и пришли во власть, чтобы обогатиться, то, что мы на сегодняшний день все мы с вами ощущаем. Что для этого необходимо сделать? Во-первых, не голосовать за тех, которые не смогли доказать, что они за народ, за улучшение жизни народа. И здесь много говорилось о коррупции, о теневом бюджете, который крутится. Это крутится, потому что власть сама, Система у нас такая. власть сама заинтересована. И на сегодняшний день у нас в управлении государством сохранилась советская модель. Это у нас 16 министерств. Когда в Китае около 2 миллиардов, у них 7 министерств. У нас аж 16 и плюс и дальше, и дальше. Очень много государственных предприятий, которые ничего не дают, кроме того, что потребляют. Мы за то, чтобы сократить до 5 министерств. Достаточно на сегодняшний день. Многие министерства вообще не нужны. Вот, потому что не нужны. Какие вы хотите сократить? Какие сейчас. вам не нужны? Значит, следующее. Мы за то, чтобы отменить иммунитет, то есть неприкосновенность депутатов. Почему? Потому что депутат, он избирается народом. 101 депутат – это самые лучшие люди страны. Они должны быть чистые, они не должны ничего Они бояться. должны быть самыми лучшими. Нет, так я и говорю. Народ избирает лучших. Конечно. Значит, он ничего не должен бояться. Значит, отмена иммунитета для прокуроров и судей. Почему? Потому что они руководятся в своей деятельности требованием закона. Если ты соблюдаешь закон, тебе бояться нечего. Тогда не будет таких вопросов, которые мои коллеги тоже знают, я и столкнулись с этими, люди к ним обратились, когда несправедливо делает, отбирает бизнес, не платит то-то еще, потому что он депутат, потому что он прокурор, потому что ему ничего нельзя сделать, его нельзя привлечь к ответственности. Как вы видите, в соседней Румынии, в Европе, в Америке, любой, от президента до, я не знаю, там 16-летнего молодого парня, если он нарушил закон, его привлекают. Того, чего нету чуть дальше на восток, там есть царь, есть Бог, и все. Значит, то, что необходимо сделать, надо развивать свою экономику на самом деле. Потому что к нам импортируется очень много продуктов, которые вредны для здоровья. У нас есть свои продукты, надо развивать, надо создавать рабочие места. Поэтому и избирателю решать, что вам хочется дальше. Крика, шума, раздора или строительства. В таком случае напрашивается вопрос. Одни 8 лет были, могли сделать страну конфеткой. Закончилось, чем закончилось. Так? Другие пришли, тоже показали, что они Могут. Для народа. Да. Сейчас ходят, танцуют, целуют руки, все, избирайте, нате вам. Где они 4 года? Сколько раз приезжали? Вот тот же министр, другие. Сколько раз? Ни разу. Сейчас все приезжают. Поэтому логично. Не справились? Избирайте других, которые новых. В том числе и партию зеленых.
которые мы за объединение народа, чтобы было спокойствие, чтобы промышленность работала и дружили со всеми, не делить на восток, на запад, а жить всем в мире. Что касается министерств, да, вот задаю вопрос. И Домнов Визант специалист в этой области, у него большой опыт руководящей должности. В Республике Молдова есть экономика? Нету. А у нас аж целое Министерство экономики. Чем оно занимается, непонятно. Есть Министерство сельского хозяйства. В Министерстве сельского хозяйства, значит, земля 80% это принадлежит фермеру. Он сеет, что хотит, производит, что хотит, вывозит, куда может. Так? Чуть покороче, то... Да, покороче. То есть вот эти. Министерство молодежи и спорта, которых бюджет 5 миллионов. Что он может решить? Ничего он не может решить. И мы знаем, что наши спортсмены есть за рубеж за свой счет. И вот так вот одним за другим очень много министерств, которые не нужны. Нам нужно всего лишь 5 министерств эффективных. Все. Спасибо большое, уважаемые участники. Время дебатов вышло. Ну, а сейчас вы имеете оставшееся время, скажем, уже меньше минуты, обратиться к своим избирателям, чтобы они выбрали именно вашу партию. Давайте с вас начнем. Валентин. Спасибо. Обращаюсь ко всем избирателям, чтобы они 30 ноября проголосовали за партию «Патрия», возглавляемую Ринатом Усатым. Мы вас не подведем. Дайте нам шанс, и мы докажем, что в состоянии изменить жизнь людей к лучшему, не допустим войны и постараемся сделать все возможное, чтобы жизнь каждого человека улучшить максимально. Приходите и голосуйте за нас, мы вас не разочаруем, и также берем на себя обязательства и после выборов встречаться и общаться с народом, а не прятаться до следующих выборов. У вас еще есть 37 секунд, вы можете продолжить и рассказать, почему именно вас должны избрать. Потому что мы молодая команда, мы себя не дискредитировали, мы соблюдаем то, что мы говорим, и реально нам не безразлично наше будущее, будущее нашего народа в мире и согласии, вот, и уважение между молдаванами, гагаузами, украинцами, русскими. Потому что нас пытаются разделить, но мы сильны в том, пока что мы будем едины. Поэтому то есть вы за целостность Молдовы, за целостность Молдовы и за ее независимость. Спасибо. Господин Очереднюк, ваше обращение. Братский гагаузский народ, вот уже 4 года партия «Патриоты Молдовы» борется вместе с вами за сохранение государственности. И мы ценим ваш вклад в сохранение государственности. И на сегодня во многом благодаря гагаузскому народу сохранена эта государственность. 4 года мы вместе с вами говорим о необходимости сохранения русского языка. И мы взяли на себя обязательства и идем на выборы с тем, что русский язык должен быть государственным вторым. Мы идем на выборы четко, зная все чаяния народа, зная, что делать в сельском хозяйстве на земле, как сплотить народ, как переустроить экономику и куда вместе с вами, с братским гагаузским народом, развивать свой путь. Этот путь на восток с Россией, там рынок, там наши братья, там духовные связи. Спасибо. Голосуйте за патриотов Молдовы. Спасибо. И господин Проходнецкий, ваше обращение. Спасибо. Уважаемые избиратели, вы уже много раз принимали участие в выборах, и я бы призвал вас не голосовать за те партии, которые не сдержали свои, не выполнили свои обещания или в большинстве объеме не выполнили своих обещаний. Значит, голосуйте за новые партии, за те, которым вы верите, образно говоря, за свежую кровь, вот, чтобы могли доказать вам, что они могут изменить ситуацию. И независимо от вашего выбора, значит, я бы призвал вас голосовать хотя бы один член семьи за экологическую партию зеленых Молдовы. Потому что мы за мир в обществе, за то, чтобы мы строили, а не разрушали. За нормальное развитие общества. Всем вместе. Спасибо. Уважаемые телезрители, отведенное для дебата время вышло. Напомню, что в сегодняшних дебатах приняли участие
Валентин Визант, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Патрия», Олег Очеретнюк, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Патриоты Молдовы», и Анатолий Прохницкий, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Зеленая экологическая партия». Следующие дебаты смотрите на нашем канале завтра, 13 ноября, со следующими независимыми депутатами: Валерий Плешко, Олег Черний и Олег Бряга. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам за внимание, а вам спасибо за участие.